Добрый день. Всех приветствуем в Центре бурятского языка и культуры для детей и молодежи ИГИРШУ. Сегодня у нас презентация лирической беседы «Похищенное счастье» по произведению Тажабая, 100-летнему юбилею писателя посвященная. Поэтому предоставляю слово нашему лектору Аюне Владимировне Шимаевой. Спасибо. Добрый день, друзья. Сегодня, мы презентуем новое событие, еще одно событие в череде большого юбилея столетия Дашабдана Абдуловича Тажабая. Я поздравляю, во-первых, своих коллег, читателей и всех нас с открытием этого мероприятия. И хочу сказать, что речь внимание молодого поколения творчеству бурятского классика. Весь этот год юбилейный посвящен этому. И поэтому мы стараемся пригласить сотрудничество самых талантливых молодых актеров, режиссеров, артистов, поэтов и, конечно же, наших маститых мэтров, профессионалов. Над проектом работала режиссер Разуваева Надежда, режиссер проекта молодежного художественного театра, куратор проекта Царибари Чинна Кондратьева, мои коллеги Виктория Вячеславовна, Татьяна Викторовна, где библиотека. И еще хочу сказать, партнер проекта наши мэтры Чингис Царенович Гуруев, член Союза писателей России, член Союза журналистов России, член Союза писателей России, Заслуженный артист России и Республики Бурятия. Давайте поаплодируем. Валентина Дамдиновна Бабуева, заслуженный работник культуры Республики Бурятия и России, заведующий музеем Бурятского драматического театра. Сегодня с нами в гостях, спасибо вам, что вы с нами, дочь писателя, дочь Дашабдана, дочь Тажабая, Сыгма Дашабдана Тажабай. Молодые партнеры проекта, как я уже сказала, это участники Константин Тазадуев, Людмила Кузьмина, актеры молодежного художественного театра, прекрасная художница и иллюстраторка Ирина Байнзерова. И это оформление, эта атмосфера создана вместе и с коллегами, и с талантливыми художниками, дизайнерами. Посмотрите, какая красивая афиша. И вот, как сказала Царибари Чинна, мы еще не знаем, что нас ждет. Я вообще очень рада, что мы экспериментируем, потому что это очень важно молодым людям показать что-то по-другому. Конечно, есть у нас технические мероприятия, книжные выставки, мы популяризируем творчество автора, произведения, книги. Но в таком формате, думаю, впервые. Это большой эксперимент. Надежда Разуваева, человек, женщина, праздник, женщина-эксперимент. Поэтому мы ждем что-то очень необыкновенное и интересное. И, конечно, я думаю, что в будущем это занятие будет проходить с детьми на постоянной основе, с молодежью. И поздравляю еще раз. Ура! С открытием! Ура! Я сейчас пару слов скажу. Здравствуйте еще раз. Всех рады видеть. Как-то так даже волнительно до слез. Необычный эксперимент. Вроде ничего необычного, вроде как по-другому и все то же самое. Я хочу сразу предупредить, что да, рассчитана лекция, беседа наша, не лекция, именно беседа на молодое поколение, чтобы через автора мы берем автора как такого же человека обычного, как и мы. То есть мы не говорим про монумент, постамент или какого-то, до которого не дотянуться. Мы сегодня хотим поговорить о человеке, который был рядом с кем-то, был рядом с вами, разговаривал обычным языком, шутки шутил абсолютно такие, очень острые и нормальные. И вы сегодня можете услышать, так как вы сегодня с нами, вы можете вступать в беседу с нами. Не удивляйтесь, услышите ваши цитаты и ваши цитаты. То есть мы используем, сделали выжимку всех воспоминаний. Конечно, можно говорить про него сутками, часами, месяцами, годами, но сегодня это такая небольшая выжимка, то, что нам показалось, через что мы можем привлечь молодых людей через автора, обычного человека, к его большим произведениям, его махине, то, что он создал.
это наследие. Да, то есть мы, чтобы немножко приблизить. Постараемся сегодня, посмотрим, как это получится. Спасибо большое. Я думаю, что приятно будет провести вам всем время. И нам. Думаю, что мы начнем. Сегодня мы встретились с вами на неформальной беседе, в которой эхом окликнутся в наших устах воспоминания о нем, Дашарадда, Адабой, Батажабай. В Одинской году трудовой селе родился предан песни о будущем, проводник бурятской культуры и литературы Дашараддан Адбоевич Батажабай. Был он неуемный, неуютный, неудобный, неуправляемый, совсем-совсем не изящный. Он способен был обидеть, способен был в любую дверь войти. Но и правда то, что он был скромен до застенчивости. Говорить комплименты Батажабаю нельзя было. Он воспринимал их как непристойность и тут же их старался опровергать. Яростный романтик Дашараддан Батажабай. Дашараддан Адбоевич Батажабай родился 25 августа 1921 года в селе Дагуй Агинского аймака Бурят-Монгольской автономной области Дальневосточной республики. Может, кто-то из вас знает, как сейчас называется, или родом оттуда? Я тоже родом оттуда. Я с Акшинского района, то есть как бы в Одинске, и совсем даже писала, что Батажабай из всех районов. Может, еще кто-то оттуда родом? А кто это был в Одинске? То есть насколько там красивая природа, насколько там красивейшие облака, и насколько там родников. То есть, ну, как не там родиться, да, такому золоту. Дашараддан Батажабай. Однажды весной, когда на реке только распускались почки, меня пятилетнего не обнаружили ни в юрте, ни возле нее. Встревоженные родители пошли меня искать. Нашли они меня на берегу речки Дагой, сидящего возле маленького колодца, вырытого в кустах. Это был, собственно, даже не колодец, а скорее неглубокая ямка, вырытая неизвестно кем. Я играл, собрал почки мимо, две из них бросил по одну сторону ямки, а целую пригорошенную по другую. Две почки я назвал нашими овцами, а много почек — овцами соседнего богача. Я ладонью черпал из ямки воду и заставлял течь по руслу, разделившему овец. Отец и мать, притаившись, стали наблюдать. И когда поняли суть игры, им стало очень обидно. С того самого дня родители твердо решили заиметь много овец. Дашараддан Батажабай. Окончив 4 класса в Дагуе, я должен был ехать в Алу, Бабка Шардары, у которой я жил, и часть Дагуйской школы, к тому времени переехала в Алу. По старой памяти я договорился жить у нее. Бабка встретила меня как родственника, приехавшего в гости. Она давно уже выехала из Дагуя, поэтому без конца расспрашивала об улусных новостях. Я старался рассказать ей обо всем подробно. Кое-где даже присочинял от себя. Очень любил Батажабай вспоминать свою родину. Он был весел просто. Был он такой, как его книги. Великий. Хаттерин сказал Новého, Харум, Зацхарумня, Ашур Пельцовым Уэнгана, Алмана Бэбэса. Озум Бэбэсэн Тавишня, Олдым Шэмджин Бэхнамня, Охум Хумбэн Бэбэсэн, Олум Тэтагам,
Belsa. I will win the day. I will have the wind. Terasımı sarıta duruşunu olan Belsa. Осенью 1936 года Даширабдан, потерпев неудачу с поступлением в медицинское училище, стал участницей театрального техникума. Права по математике и связанные с этими переживаниями получили отражение в его произведениях. Перед Даширабданом, как и перед десятками других бурятских юношей и девушек, прибывших из отдаленных вузов, открывается неведомый волшебный мир театра. Впоследствии он учился в литературном институте. Ангабаев Салбон. Я учился с Батажибаем в литературном институте имени Горького. Все 5 курсов. Первый семестр он выдержал нормально, посещая лекции, как все студенты, а потом начал исчезать надолго. Он в это время писал, уезжал в свою родную УМД, сдавал в театре бурятской драмы пьесы, получал гонорары, подписывал договора. Хочу вспомнить, как сдавался один экзамен. В день сдачи экзамена он за руку ведет меня на экзамен. Расчет был такой. Когда я отвечу, то подготовлю ответы ему. Все карты перепутались, вернее, все перепутал он. Дверь экзаменационного кабинета приоткрывается, и поверх моей головы Батажабай первым здоровается с профессором. Еле вырвавшись от него, я подхожу к профессору, а профессор весь разговор с Батажабаем. Наконец Батажабай подталкивает меня вперед, и я беру билет. Он за мной, значит, идет вторым. Мы садимся за столы. Он тут же небрежно, как само собой разумеющееся, передает мне свой билет, по-бурятски напомнив, чтобы я написала ему ответы чисто, аккуратно, а главное зацепками. А экзамен принимает профессор Поспелов, справедливый, очень строгий. Время подошло. Товарищ Ангабаев, слышу я его голос. Я только что успел отдать ответы Батажабаю. Не выхожу ни рыба, ни мясо. Профессор спрашивает, ну, стипендиат, как дела? Мне думается, что стипендиаты должны выходить на ответы без подготовки, не так ли? И обращается к Батажабаю. Тот поддакивает. Так впервые я не достиг своей заветной пятерки, а Батажабай выходит сияющим. В его зачетке стоит жирная 5. При этом надо мной же и посмеивается. Ведь пересдача профессору Поспелову – это сущий ад. Николай Ершов. При сотворении Батажибая природа, как видно, была в состоянии беззаботности. Важнее теста, меду она примешала полынной горечи, добавила пряности до земли, до воды всех родников, до осколок дикой скалы, из толченых песок. Да невесть еще, что такое же, одно с другим несовместное. И вышло творение, которое не вдруг сообразишь, на какую полку положить и с чем сопоставить. В 1939 году Даширабдан после окончания театрального училища пришел работать в театр. Он застал там обстановку необычайного воодушевления. Вышло постановление правительства СССР о проведении в 1940 году первой декады бурят-монгольского искусства в Москве. Чингис Царенович, расскажите, пожалуйста, о самых запомнившихся вам моментах работы с Батажибаем. Я должен сказать, знакомство с именем, фамилией Батажабай у меня началось с 1957 года. Это летом в долине моей родины, где жили, показали фильм «Песни табунщика». Вот с тех пор для меня Батажабай – это вообще в моей жизни и судьбе. Как это? Событие было.
посмотрев фильм в исполнении Маркетова, когда он песню пел, и учился в Москве, стал оперным певцом. Ну, для молодого человека в то время вообще как будто я почувствовал это, посмотрев фильм, вообще как перкут. Окрыленный. Вообще не такое было. Но второе, что я могу сказать. Вот передо мной вот эта пища-машинка. Рядышком, как свеча, лампа горит. Это тоже навевает у меня мысли. Это 1962 год. Ученик 9 класса. Я приехал на зимние каникулы в Ланде к сестре Галине Гуровне Цареновой. Сейчас она здравствует. Она работала в редакции журнала «Байкал». Вот, Хамсу Батоевна, жена Батажибая, работали вместе в редакции журнала «Байкал». И в один момент, в зимний вечер, меня пригласили, сестра, и с сестрой я поехал на дивизионку, где жили в семье Батажибаевых. Зашел, старинный сталинский дом, кухня большая. Ну, для меня тоже, для молодого человека, первый раз в Улан-Удэ приехал. Квартира даже особенная была. И я, когда все Батажибай, высокий такой, красивый, седой головой человек, меня как будто своего брата обнял, и мы с ним разговаривали. В это время, когда он стоял все на кухне, разговаривал, я потихонечку пошел в кабинет. И на столе вот это увидел, вот эту машину. Вот в то время эта трилогия, в трилогии он писал. Вот на этой машинке он печатал все тексты. Вот. Поэтому для меня тоже сейчас я даже, когда говорил, даже какое-то ощущение. Ну, потом уже в 69-м году живым великим человеком Батажибай, я, со своими друзьями, выпускниками Ленинградского театрального института, ГИТМИК, Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Вот тогда, после окончания института, мы все познакомились с Батажибаем. Он же высокий, такой красивый, такой интересный человек. С ним, когда встретишься, у него глазки очень такие изучающие и очень добрые глаза. Я чувствую, знал. Ну, во время до 1977 года, когда он ушел из жизни, ну, мы в театре, конечно, встречались. Он, как архитектурный сотрудник, завлек частью театра имени Хадзы Намсараева, работал с молодыми начинающими драматургами. Вот. Дувар Делгыров, специалист сельского хозяйства, по-моему, врач. Врач, да? Он написал пьесу, приехал на Батажибай показать. Ну, естественно, в театр он пошел. Балбар, директор наш, конечно, направил его в Батажибай. Иди, говорит, познакомься, дай пьесу, и что скажет, то и будет. Дувар Делгыров один раз он рассказывал,
показал, он прочел, и при мне, говорит, взял пьесу, где-то пьеса полнометражная, где-то на машинке отпечатанная, где-то 60 страниц, по-моему, ну, обычно где-то. Он рассказывал, при мне половину пьесу взял начальную, и при мне начал рвать и бросил. Вот, пьеса начинается отсюда, он сказал, и дальше развивает. Но событийно, конечно, он все рассказал, о чем речь в пьесе. Ну, естественно, вот, он с драматургами иногда, вот, если знакомый, если молодой человек, то, как я сказал, рвать может запросто. Но с другими я не знаю, но факт, что Владимир мне так рассказывал. Проверял на прочность. Да. Вот это интересное явление. Пьесу писать, конечно, очень трудно. Диалоги написать каждый может. А вот что-то... Между строчки, Да, это очень сложно. События взять, также свои законы, завязка, развязка, кульминация, об этом я не буду говорить, но факт, что так есть. Спасибо. Он нас к нам, молодым, очень так трепетно относился. Когда это после сдачи обычно новый спектакль проходила сперва с обкома, ну, в общем, журналисты и все такие в театру интересующиеся люди приходили, сдачу проходили. Он когда поддерживал нас в той или иной роли. И перед директором он откровенно говорит: "Ой, да, артист, их иногда надо зарплаты давать, и мне поддержать, поддержите же". Трилогию, конечно, я в 60-е годы уже, когда в журнале «Байру» печаталась эта первая часть, мои ученики средней школы, тогда вообще очень интересно, интересуясь, мы читали роман Батырбаев «Похищен в счастье», тоже везде. Еще что рассказать? Так, ну что, входим в беседу, да, еще? Еще вспомните, еще сейчас продолжим еще дальше. Ну, спасибо вам. Спасибо. Так много воспоминаний его друзей, сокурсников, коллег по театру, что мы можем погрузиться в мир театра до самого утра. Но нам, к сожалению, нужно двигаться дальше. Кстати, как Чингис Зеленович заметил, да, эта печатная машинка принадлежала Даширабдану Бадыжбаю. Спасибо большое, Сисмаду Ширабдану, что подарили нашей библиотеке. Я еще не дарила. Ну что сейчас ему наблюдать, смотреть, не видеть, соприкасаться просто к ней. Это большое. Про эту машинку хотелось бы сказать, что она была изготовлена специально, в ней добавлены были буквы из бурятского алфавита. И вот, как было ранее подмечено, что все главные произведения были напечатаны именно на этой машинке. Василий Найдаков
Странным образом уживались в нем почти детская непосредственность восприятия жизни, импульсивных реакций, наивная и безмятежно чистая доверчивость, с умудренностью и эрудицией человека, прожившего большую нелегкую жизнь. Не раз большими тиражами его книги издавались на русском языке, в московских издательствах, и восприятие миллионов читателей Даширатан Батажабай был ярким художником, самобытность вечности которому наложила всю неизгладимую мету на все, что вышло из-под его пера. А какие вы произведения читали? Может, кто-то поделится? Какие произведения вы читали? Читали вы? Конечно. Ну, я читала произведение «Кто твой учитель». Оно, мне кажется, даже для молодежи сейчас будет очень интересно. Оно легко читается, с него можно даже начинать именно знакомство с Батажабаем. Кто еще не иначе даже читать, не знает его произведение. Это самое такое произведение. Оно читается очень легко и на одной волне. Его сети можно даже читать за вечер. Оно настолько вдохновляет и окрыляет. Да, особенно интересно читать произведения, ну, то есть, как бы, я не владеющий таком на бурятском языке, когда ты, ну, знаете, кто читал, когда начинают раскрывать в произведениях на бурятском языке те обороты, то есть то, что было им незнакомо до этого, да, разговорный язык, литературный, и как это обогащает. То есть есть знакомых, которые я прочитала, и прямо так вот, а можно так выражаться, ну, то есть это то же самое, что читать русских классиков, да, и потом не разговаривать не бытовым языком. И здесь тоже такое возникает у знакомых, которых прочитала, что возникает речь даже по-другому, как хочется и говорить, и больше говорить на этом языке. О да, еще читать и читать. Семен Руфов. Как-то раз после занятий я увидел, стоит у дверей общительный человек, так похожий на якута, что я невольно сбавил ход, засмотрелся. Незнакомец что-то быстро сказал. Я повернулся к нему. Если вы говорите это мне, то должен сообщить, что я не понял даже полслова, ответил я. Какой национальности? Я говорю, якут. О, незнакомец заулыбался и стал хлопать меня по плечу. Он был розовый, сед и моложав. Да ты почти мой земляк. Соседи мы, я бурят, писатель Даширатан Батажабай. Может, слыхал когда-нибудь? Мне не хотелось огорчить его, и я замялся, затрудняясь что-либо сказать. «Золотой дом» видел фильм? А песня «Табунщика»? Видел, чуть не закричал я. Отличная была картина. Так вот, сценарий этих фильмов написал я. Голос у нового знакомого был хрип. Мы с женой остановились в вашем общежитии надолго, так что заходи к нам. Он ушел, и я вспомнил, что раньше слышал о нем. Рассказывали парни из Бурятии. Он когда-то учился в нашем институте. Вспомнилась и веселая цветная картина «Песня табунщика». Она имела у зрителей большой успех. Там парень бурят, прекрасный певец самодеятельности, едет в Москву поступать в консерваторию, но не попадает и становится московским милиционером. Песня «Табунщика». Советский фильм «Музыкальная комедия», снятая на киностудии «Мосфильм» в 1956 году. Режиссером является Андрей Фролов. Был снят по повести Даширатана Батажабая. Он же также является сценаристом. Премьера состоялась 12 марта 1957 году. Главную роль в фильме исполнил солист Бурятского театра, оперы и балета Владимир Банкетов. Он сыграл роль Тумена Жаргалова, а женскую роль Белором Джурабаева. Черепаху помните на Байкале, кто были? Березка росла в сумме. Второй фильм в творчестве Батажабая стал «Золотой дом». В воде снимали, да? Я его нашла.
Советский фильм киностудии «Москвы». Снят режиссером Владимиром Басовым в 1959 году. Премьера кинокартины состоялась 18 апреля 1960 года. Режиссер Владимир Басов, автор сценария Даширабдан Батажабай, Валентин Ежов, Гамбажан Цвинджап. Композитор фильма Бау Епилов, актеры Борис Семенов, Мила Машеева, Хасаран Верховой, Михаил Федоров. Фильм получился очень атмосферным, хорошо показывающий быт бурятского народа. К сожалению, качество фильма желает стать выше. На самом деле фильм, в интернете его нет. Как-то найти его сложно, и все, в библиотеке есть качество фильма. И оно не очень, и я бы, то есть у нас какая-то такая, когда мы работали над этим проектом, возникла мысль, а кто-нибудь бы, как-нибудь бы, запросы через министерство, я не знаю как, восстановить этот фильм, чтобы он в хорошем качестве, и его просто хочется смотреть. Настолько он атмосферный, настолько он самобытный, и хочется, чтобы вот он воссоздался и был в доступе в интернете вот для молодежи, которые, конечно, сейчас там вы смотрели, кто там старшего поколения, в кинотеатрах все шло. А сейчас я хотела посмотреть, а из того, что качество, и хочется вкусить каждый... Откуда сейчас фрагмент показали? Это «Золотой дом» Дмитрия Алиева. Есть кассета, мы ее оцифровали. Оцифровали качество, и, то есть если бы это было как-то так воссоздано в хорошем качестве и было в доступе современной молодежи, это было бы кладезь просто. Национальный музей, он есть этот фильм? Ну, в таком очень хорошем качестве. Знаете, тоже там качество Полностью весь фильм. Он очень добрый, его часто показывают. Нам писала одна женщина из Татарии, у нее папа снимался, видно, в этом фильме мальчиком. Я говорю, 5 лет еще, может быть, у вас есть, вот у нас оказалось. То есть он очень сложный. Я думаю, что это следующий этап для того, чтобы восстановить данные произведения. Чингис Гамбаин. Когда я слышу рассказы о его частной жизни, о его беспредельной щедрости при приеме друзей, о своем доме или в столичном ресторане, могу сказать, все это правда. Но знал Даширабдан Нагдович и безденежье, и времена, когда предавали его так называемые друзья. Были у него минуты уныния и сомнений, но это никогда не показывалось впервые. В этом сила его характера, своеобразие его восприятия жизни, которую он любил широко, размашисто. Хамасу Батуевна. Однажды с мужем старшей сестры Балжан Дашиевичем Даширабдан ездил по Курмкану, Баргузину. Ему дарили свойскую тушу. Пока Балжан Дашиев занимался делами, Даширабдан по дороге отдал мужу одно стегно, домой привез 3. Снова Даширабдан начал звать гостей, угощать. Кроме того, что угостит, наложит им в сумки, сетки мяса в подарок. Мы со свекровью уговаривали Даширабдана, чтобы он не был слишком щедрым, но бесполезным. Тогда мы одно стегно спрятали в сундук на балконе, но он обнаружил спрятанное и добрался до того стегна, а гости все ходили. Такой уж был человек. Сысырба Даширабдановна. Отец часто привозил из Москвы конфеты. Эти Она сама конфеты... расскажет. Пускай сама расскажет. Давайте, хорошо? Чем читать-то? Мне сказать? Конечно, конечно. Я прям удивилась. А почему вначале сказала, что мы будем у вас? То есть мы же не на всех беседах куда вместе, да? То есть как бы для того, чтобы как бы молодежи вот это вот особенно эту историю. Ну, вы знаете, отец у нас такой был. Отец — это отец, понимаете, вот сейчас. И слово «отец» как-то для него не подходящий, наверное, скорее всего, папа. Нежнее, добрее. Вот, человек, который всегда пытался как-то нас побаловать чем-то, да. В то время, в советское время, Мишка на севере, лимончик, помните, конфеточки были? Они Они были вкусные, это было неимоверно. А у нас таких конфет вообще практически не было, только везли с Москвы. И вот отец, когда уезжал, у него такой был большой коричневый портфель, и он привозил вот специально для нас, вот у него в этом портфеле всегда конфеты шли. Ну, этим, когда в следующий раз поедет, там тут конфеты всегда есть. И вот я, когда открывалась выставка Национального музея, я прямо этот стол увидела, у меня аж прямо слюни. Теперь представляете, вот это вот с правой стороны, вот этот отсек,
его открываешь, а на нижней полке всегда у него картошка. Но и вы представляете, да? Мы всегда открывали, я знала, что это можно. И у нас было так. Всегда у него такое было ограничение мальчик и девочка, да? Он всегда считал, что мальчик должен воспитываться осторожно, и всегда мне какие-то делал поправки. Я всегда вот поражаюсь, да? У девочки какая судьба неизвестна, а мальчик свою судьбу чувствует сам. И поэтому мне всегда разрешают побольше. И всегда мы знали, что это не вот мы сейчас съели, все, нашли съели, да? А это все должно тянуться на какой-то период. Это интересно. Когда на открытии Национального музея я увидела этот стол, и они так его сохранили хорошо, да? И прям родной такой стольчик стоит, родная Ларина, из которой я могу себе... Ой, спасибо. Спасибо. Все знают, что он был человек щедрой души. Одно из главных произведений стало «Похищенное счастье». Похищенное счастье не может быть принято и понято сразу всем обществом, как это всегда бывает с темами больших художников. До некоторых пор в текстах Бадажабая виден только сюжет, где великолепные авантюры и интрига, завораживающие читателя, виртуозный и понятный язык, волшебный порядок слов, задевающий все мысли, струны души любого бурят-монгола. Трилогия «Похищенное счастье» – интересный сплав фольклорного начала, традиций, красочные бытовые зарисовки, исторические факты, фантазии, психологический анализ, показ диалектики души человека с авантюрно-приключенческими сюжетными поворотами. Люди разных мастей, рангов, буддисты, католики, православные, а с другой стороны трудовой народ, бурятский, монгольский, русский. Перед тускнеющим взором Аламжи продолжали роиться видения. Промелькнула растрепанная в разорванной одежде Жалма. Она смеялась, размахивала руками, будто исполняла какой-то танец. Значит, она не выздоровела, все еще мучается бедняжка, с горечью подумал Аламжи. На смену Жалме явился сам Аламан в праздничном одеянии, а этот и безбожник оскалился Лама. Ты всю жизнь искал счастья, так ты никогда его не получишь, и будешь проклят всеми на земле. Аламжи снова начал бредить, ему опять привиделась Жалма. Теперь она была тихой, ласковой, гладила его по щекам и шептала нежные слова. «Милый мой Аламжи, как я скучала по тебе, вставай же скорее!» Милая Жалма шевелил губами Аламжи. «Как ты похорошела!» Щека твоя круглилась и стали розовыми, как цветок саранки. В глазах прыгают веселые искорки. «Жалма! Жалма!» Загоревшийся было в глазах Аламжи вновь потускнел Абайду. Он хотел еще раз позвать верную свою подругу, но удушье сжало его горло. Что для вас счастье? В чем счастье для вас? Каждый день. Жить и радоваться. Еще? Когда сын прибегает. Счастье, вот, то, что сейчас происходит. Велические встречи, да? Да, Вот я нахожусь согласна. здесь с вами. Это тоже счастье. Далай Лама всегда говорит, то, что есть сегодня, этим гордитесь. Вот поэтому я увидел вот эту машинку. Момент. Мне кажется, в этом и есть, что, может быть, гоняясь за большим, да, пропускаем маленькое счастье, которое ежедневное,
повседневное, каждодневное. Да. Мимолетный момент. Да, мимолетные моменты, да, где-то в беготне, в погоне. Думаешь, оно же вот утром выпить чашечку кофе, поцеловать сына, дочь, улыбнуться мужу, жене, и быть как бы... Иногда вот это ощущение, что будто раз и забылось, куда-то бежать хочется, что-то большое делать. Да, ну нужно, но мне кажется, вот такое счастье, про что какая-то главная нить в похищенном счастье, потерянном, что оно здесь сейчас находится. В этом связи я хочу тоже рассказать, не рассказать, но то, что вот счастье для меня вот с таким великим человеком встречался. Однажды я выходил с утренней репетиции где-то в 2 часа из театра, где улица Ленина. Батажабай выходит из кабинета директора чуть на веселе, и он меня увидел, говорит: вместе пойдем. Ладно, выхожу я, он со мной и говорит: так, у меня уже такой интересный чайный чай, ты что мыслишь? Почему? Меня же так начал, он без слов взял меня за руку и пошли. Ну, обычно он один домой в таком, если состоянии, ну, если скажем, Сопровождение. Обязательно сопровождение. Ну, ладно, я согласился и говорит: пути, я хочу тебя угостить деликатесом. Ну ладно. Пошли, он же тогда жил, где сейчас центральная почта. Где резиденция нашего президента. Там Субботовна говорит: большой стол на кухне. Вот под меня вот где-то там. Посадил меня вот там, а он сидит здесь. И говорит: Субботовна, твой земляк пришел, угостить надо. Ну, естественно. Она отнекилась, бесполезно. Пришлось, но... И, ну, это дирекция, это что? Урал тоже, ну, халина это сейчас условия. Суп огурец. Суп. После репетиции, конечно, я вечером к семье обязательно на репетицию. И сливает. И, ну, я так это тоже неудобно, но рюмочку, 2, ну и так. И он отложил туда. Говорит: ты, молодой человек, со мной будешь строить. Да как же я вечером у меня репетиция? Не. Дальше я расскажу. Мы одеваемся, выходим, рядышком компартии. Пошли туда. Там большой зал конференции с правой стороны, если при входе туда вглубь. Там же по краям кабинчики были. Мне неудобно тоже. Тоже запах какой-то. Я самый крайний с левой стороны в кабину, открытой кабины, сел, а он кого-то увидел на ряду, там чуть на заднем разговаривал, я на меня посмотрел и говорю: пойду. Он махнул чуть-чуть и все. И тогда он говорил: молодой человек, ты нам таял, музыка. Кое-что я тебе покажу. Вот это такой смелый поступок для него, но для него каждый день что-то у него происходило, а для меня вообще интересно было. И еще вот Ажабай такой искрометный, такой, у него изречения были. В 40-м году он участвовал на первой декаде литературы, и когда декады литературы и искусства. Ему предлагали, ну, молодых артистов вечером, чтобы не
приглашали на спектакль «Лебединое озеро». К нему подошел кто-то, он говорит: зачем мне «Лебединое озеро», когда у меня на родине «Гусиное озеро» есть. Вот такие искрометные у него еще, если так. Спасибо. Для меня счастье – это уметь наслаждаться жизнью, быть в гармонии с самой собой. И главное – оставаться человеком, как наши деды. Те, что, несмотря на ужасы войны и невзгод, оставались жизнелюбыми весельчаками. С начала Великой Отечественной войны Дашир-Абдан Батажабай учился в краткосрочной военно-летной школе в Новосибирске. Затем был направлен на службу во второй Смоленский полк, где служил практически до конца войны летчиком тяжелого бомбардировщика дальней авиации. Самолет был сбит. Дашир-Абдан, командир, приказал экипажу прыгать с парашютами. Сам прыгнул последний. Зацепился парашютом за верхушку дерева. Когда вернулся в часть, его обвинили в том, что был уничтожен бомбардировщик. Штурмана наградили орденом Красной Звезды, а командиру экипажа ничего не дали. По этому поводу сам Батажабай говорит, что для него дороже всего было, что он не потерял никого из экипажа. Сквозь громы и грозы, орлами, орлами, советские люди летят. И Коршуну в сердце свинцовое пламя подарком народным дарят. Смерть свастику черной маской надела, но звезды бессмертны в борьбе. Орлиное племя за правое дело летит в глубину небес. Орлиная песня врагов оглушает, орлиные взоры их жгут. И те, кто орлиный покой нарушает, могилу тех песни найдут. И песню все громче орлы поднимают, и звезды на крыльях цветут. Советские люди орлами летают, и Коршуну в сердце клюют. В дни празднования Победы в доме писателя всегда было много народу. Двери были открыты. Сусыдман Дашир-Абданова. Мы жили на Ленина 63. И 9 мая однополчане отца приходили к нам, сидели и разговаривали. На столе всегда стоял стакан водки, а сверху кусок хлеба. С каждым годом этих стаканов становилось все больше. Только 9 мая. Это точно праздник с слезами на глазах. Отец вспоминал боевых друзей, ушедших фронтовиков. А в остальное время вообще о войне не говорил. 9 мая у нас дома дверь не закрывалась. Большая жизнь в одной беседе. Что нужно знать? В чем же оно, наше счастье, сегодня и не потерять? Яростный романтизм. Куда он направлен? В сторону прославления нашего великого народа, на страстную непримиримость к ее врагам и возведение в степень страсти. Первозданная романтика революции будоражит, зовет, возвышает. Большая жизнь в одной беседе. Что нужно знать? В чем же оно, наше счастье, сегодня и не потерять его? Жить, радоваться, читать, познавать. Прикоснуться к истории нашего народа. Сквозь строки большого человека, яростного романтика Дашир-Абдан Батажабай.
Ну, раз мы закончить хотим сегодняшнюю нашу беседу таким небольшим моментом счастья, каждому дать самолетик, на котором он запишет небольшую фразу, что для него счастье. И запустим его, чтобы было так радостно на душе от великого человека, который был распашистой душой, искрометный, не похожий ни на кого. И через сегодняшнюю беседу именно про то, что мы выбрали, мы хотели рассказать, потому что когда знакомишься, вы знали его лично, и знали, какой человек, и потом произведения, да, то есть, которые узнавались. А мы хотим сегодня, узнав человека, насколько мы приблизимся, и вот честно, чем больше я узнавала, тем больше хотелось прочитать, понять, да, когда понимаешь поступки, вещи, характер писателя, тогда хочется познакомиться с его литературой, жизнью и то, как он это написал.